А есть другой друг у Льва Пантелеймоновича, особенно в последнее время они были очень близки, постоянно вместе ходили, выезжали на мероприятия, снимали тоже передачи и все. И это доктор Басам, доктор права. Он сам родом из Палестины, он является у нас президентом общества дружбы и сотрудничества между Чувашией и Палестиной. Еще раз я вас всех приветствую. Если говорить о Льва Пантелеймоновича, 30 лет мы дружились, как я приехал на Чувашской земле в 90-м году, в 91-м. Меня с ним познакомил его большой друг Уркалкин Емельян Алексеевич, плюс земля вот этим тоже пухом, он нашел и так далее. Но хочу сказать, дорогие друзья, что Лев Пантелеймонович пришел в этом мире с определенной миссией. Его миссия была показать пример, что может сделать ребенок, который вырос без отца, вырос сирот, был лишен отцовской теплоты, отцовское воспитание. И как вы видите, и мать, она добрая, хорошая, конечно, мать это святое, и смогла сама управиться с ним. Вот этот, который был лишен отцовская теплота, вся его жизнь была знаменитая тем, что он подарил любовью людям. Он для всех был как отцом. Он для всех, он заботился о всех. Он каждое утро, его звонок первый ко мне, доброе утро. И первый вопрос, так, какие планы у нас сегодня, что у нас сегодня. Если стоит мне упомянуть, что у кого-то там день рождения, или говорят так, а мы ему давайте сделаем благодарственное письмо или грамоту, он все время думал, как кому сделать в этот день хорошо, приятно. Если такой день не бывало, для него это неудачный день. Он расстраивался, что вот, как будто зря день прошел. Этот человек был послан на Чувашской земле, на российской земле, и он по своей популярности и значимости вышел из уровня даже Российской Федерации. Он стал мировая личность. И вы знаете, он всю жизнь семена сажал, ухаживал, и плоды оставил для других людей, для друзей и других. Некоторые были благодарны, некоторые взяли плоды и проклинали его, и предали его, и нож в спину ему дали. Его даже воспитанники, его студенты, которые он им дал образование, которые у них сделали докторами наук, которые потом и притеснили его, чтобы его не было. Но он всех простил, он никогда ни на кого зло не держал. Он был образцовым человеком. Да, некоторые могут... Я сейчас вспоминаю еще, как Дом дружба. Он пригласил меня и несколько руководителей НКО и сказал, поехали в Дом дружбы. Я говорю, где-то? Поехали, у нас там будет Дом дружбы. Так когда я посмотрел здание, я ужасался, я говорю, какой Дом дружбы? Это как будто после войны в Сирии. Здесь будет Дом дружбы? Мы сказали, здесь будет. И мы заложили камень. И когда будет? Я говорю, через 3 месяца. Посмотрите, как этот Дом дружбы сегодня стал настоящий дворец. Он его подарил тем, кто там находится. Подарил и ушел. И когда он подарил, нашлись какие-то люди, которые даже его цитаты не пускали, его выступления не взяли, его фотографии убирали, чтобы не публиковали. И понимаете, когда он немножко бывал грустным от предательства воспитанников его, я ему говорил, Лев Пантелеймонович, а как вы думаете, Иисус Христос распяли за зло? Он разве зло делал? Его же за добро распяли Иисуса. И когда-то мне Ясир Арафат еще сказал, сынок, запомни, удар, который тебя наносит в спину, если твоего позвонка не сломает, то он его укрепит. И ты выдержишь еще сильнее удар.
Эти слова ему нравились. Он человек мира, он человек, который каждая клеточка в его организме, его кровь дышала любовью к своей родине и малой родине, патриотизмом. Я никогда не забуду, когда он хотел здесь организовать детские площадки. Мы с ним занимались, ездили, где это производится и так далее. Но он решил на всякий случай позвонить, узнать, какие возрасты детей. Я отошел, на минутку отошел, и он кричит: доктор Басам, иди сюда. Все, Россия погибает. Я говорю: что случилось? Россия умирает. Что случилось? Он говорит: представляете, за 1 год в Ишаках у нас 1 ребенок родился за год. Вы понимаете, что это такое? Этой деревни может не быть больше. Я говорю: Лев Пантелеймонович, благодаря таких людей обязательно будет. И мы с ним выбрали, какая площадка детская. И установили эту площадку. И понимаете, каждый, вот здесь написано места, которые помнят Льва Пантелеймоновича Куракова. А вы можете мне сказать, кто-нибудь для Патриевского района, для Ишаков, как Кураков, для Ишаков особенно, сделали что-нибудь из жителей? Тогда простите, на кого мы будем воспитывать своих детей и будущих поколений? На каких примеров? Я никогда не забуду, как он настаивал на установлении памятника Копина. Это что-то было. Времени нет, вопрос день и ночью занимался. Я помню, за 2 дня он звонил и говорит: вот это подходит, доктор Басам, вот посмотрите, я сравнивал, но я такого, говорит, видел только через картинки, через фотографии, сам-то. Мне сказали, вот все родственники подтвердили, что это подходит. Я говорю: вот 1 человек мне прислал, что вообще это не то. И он расплакался. Так расплакался, как ребенок. У меня был громкоговоритель включен. Что происходит? Побежала. Что случилось? Я говорю: отпускай, не надо, не говори. Он просто торопил время. И он говорил, кому сейчас это не нравится, пусть потом установит за много миллионов памятник. Я хочу при жизни установить. Как будто он почувствовал, что это уже последнее у него, что можете сделать. Знаете, дорогие друзья, увековечить человека, значит сохранить его дело. Сохранить его дело мы увековечим и перевоспитываем новое поколение на его подвиги. Ушел год, скоро будет год. И ни одно заседание Ассамблеи народов не было за 1 год. Разве мы так можем сохранить его память? Это человек, который горел за родину, день и ночь думал о родине. Мероприятия, за другое, за третье. 7 фильмов за несколько месяцев добрых, патриотических снимал. Вы понимаете? И мы каждый несколько, в месяц, может, 2 раза делим какой-то выставка, чтобы упомянуть его имя, о нем говорит. И у нас это все зафиксировано на видеофильмах, которые они есть про эти выставки. Недавно я был в Москве, Общественная палата Российской Федерации. Мы там открыли 10-я юбилейная выставка «Палестина глазами российских художников». Были и директор представительства ООН в Москве, Министерство иностранных дел России, послов. Очень много были достойных, знаменитых лиц. Мы его вспоминали. В Московский дом национальности после этого 6 декабря 12-я выставка мы открыли. И его вспоминали, были его друзья. И я подарил эту книгу его большой друг Андрей Михайлович Крылов. И договорились. В январе месяца 22 года, после 10 января, состоится презентация этой книги в Москве. Состоится круглый стол в Москве, в ЭКО-телевидении, тема Куракова и открытие нашей выставки. Я так понял, они даже хотят назвать именно Московский дом национальности именем Куракова. А там 200 национальностей почти. Он пользуется огромное уважение там. Дорогие друзья, хочу 1 вопрос вам задать. Все, что сделал Кураков, не заслуживает того, чтобы ишаки называть именем Куракова.
Это была бы самая большая преданность к нему. Ему это не нужно. Ему это нам нужно. Это нашим детям, нашим внукам будущим, чтобы они воспитывались именно на примерах таких людей. Ведь каждая улица здесь его помнит. Каждое место, дом знания, другие дома, которые он построил, этот труд, который он сделал, это было бы очень преданный поступок, к жителям, чтобы он жил, благодаря ему он настойчиво хотел это время, чтобы сохранилось. Пусть, предлагаю я, чтобы поставить это предложение, назвать этой деревни имени Куракова, потому что этим самым мы сделаем других много детей, как пример, подвиг, чтобы они также поступали и здесь, и в других деревнях, чтобы поступали, защищали, охраняли, подняли своего народа. Пушкин в Чувашии нет, а здесь есть. Пушкин, вы понимаете? Возможно, я тогда сказал на открытии, возможно, через 50-100 лет этой деревне родится такой великий человек, как Пушкин. И эта деревня прославит на всю жизнь. Я не могу не вспоминать слова замглавы Марийской республики, его большой друг, глава города Ишкарала, Гарани Мейтананович, который сказал: я никогда в жизни не встречал такого человека, такая личность, как Льва Пантелеймоновича Куракова. Возможно, никогда, даже через 1000 лет не родится такой человек. Я в жизни все видел, много ездил, но такого личности я не встречал. Может, некоторые скажут, я это слышал не один раз, это спорная личность Куракова. Ну, кто-то против, кто-то за, кто-то что. А я задаю вопрос, а что? Иисус Христос не спорная личность? Половина жителей земли ему не верит. Мухаммед не спорная личность, половина жителей не верит. Так Бог сам не спорная личность, половина жителей земли атеисты. Поэтому мы смотрим на хорошие стороны, на то, что человек сделал подвиги, и мы должны их поднять. Я хочу сказать, что моя преданность, преданное отношение к Льву Пантелеймоновичу будет до последнего дыхания в моей жизни. Я в этом человеке, от этого человека никогда лично ничего не получал. Я получал только любви, получал только поддержку. Я очень хочу, чтобы ишаки, которые он любил, чтобы носили его имя и чтобы сохранилось навсегда. Спасибо, дорогие друзья.